Изучение, сохранение и популяризация исторического и культурного наследия Арктики. Федеральный проект сегодня в столице Коми презентовали ведущие эксперты Российского этнографического музея. В эти дни в столице республики проходит стратегическая сессия, которую посвятили опыту учетно-хранительской работы музеев. Такое масштабное событие, включающее повышение квалификации хранителей музеев региона, проводится в Коми впервые за 30 лет. Анастасия Тюрнина подробнее. Проекту изучения, сохранения и популяризации исторического и культурного наследия Арктики Российского этнографического музея год. Его поддерживают Министерство культуры и Министерство иностранных дел Российской Федерации. В рамках проекта по инициативе директоров арктических музеев была создана и приступила к работе и секция арктических музеев Союза музеев России. Это не только те хранилища, что находятся в самых северных регионах России, но и те, которые хранят наследие, рассказывают о жизни народов Севера. Уже в следующем году программу планируют расширить. В рамках проекта мы уже в следующем году планируем в туристическую область. Да. Я вот прошла по этнографическому отделу Национального музея Коми. Знаете, это потрясающе. Что не экспозиция, то до мурашек. Прям вот это настолько важные и нужные эмоции людям большого города, что прилететь сюда на выходные в Сыктывкар, погулять, посмотреть, походить по музеям, съездить в другие регионы вашей республики, ну, это вот, знаете, удивительная, уникальная возможность, которая, как мне кажется, еще не реализована на практике. Российский этнографический музей широко известен не только благодаря своим коллекциям, но и прежде всего как ведущий научный методический центр, который объединяет высококлассных специалистов. Представители Минкульта Коми Российский этнографический музей смело называют другом республики. В год культурного наследия, 2022 год, объявлен президентом годом культурного наследия, мы как раз-таки обращаемся к истокам, к первооснове. И я хочу поблагодарить Российский этнографический музей, Юлию Аркадьевну Купину, вас экспертов, что к нам приехали именно такой профессиональным сообществом. И очень здорово, что многие муниципальные музеи тоже приехали, специалисты. Стратегическая сессия в Коми проходит в рамках проекта по изучению, сохранению и популяризации исторического и культурного наследия Арктики. И наш регион стал пилотным. Семинар для коллег из Коми – первое выездное мероприятие. Мы с вами уже в нашей работе на шаг вперед, потому что сейчас устанавливаются плотные контакты профессионального общения самых главных людей в музеях. Это хранители, это специалистов по учету. И когда наши специалисты, ваши специалисты знают лично друг друга, и когда они знают материал, с которым работают, у нас есть все шансы и возможности идти дальше. Сегодня региональные музеи – форпосты Российского этнографического, а с Национальным музеем Коми его связывает вековое сотрудничество. Продолжаем, в общем-то, то сотрудничество плотное, которое было между регионами еще, можно сказать, дореволюционный период. Потому что нашему музею вот исполнилось в прошлом году 110 лет, Российскому этнографическому музею в этом году 120 лет. И, конечно, всегда были исследователи из числа интеллигенции, которые приезжали на территорию нашего региона, изучали, собирали коллекции. В 20-е годы потом приезжали, опять же, в наши отдаленные районы. И в 60-е годы, в 90-е годы проходила экспедиционная деятельность. Сотрудники Российского этнографического музея приезжали в экспедиции сюда, к нам, в Республику Коми, пополняя тем самым и свои коллекции. И поскольку это были совместные экспедиции, то и собрание нашего музея. Совсем скоро молодые сотрудники Национального музея Коми с ответным визитом побывают в одном из крупнейших музеев мира. В Санкт-Петербурге обсудят дальнейшие совместные проекты, пройдут стажировку по вопросам экспозиционной, экскурсионной и культурно-образовательной деятельности. Анастасия Тюрнина, Яков Шлегель, телеканал Юрган.